Здравствуйте, меня зовут Гаврил Чемаханов. Я уже являюсь трансплантированным пациентом. Трансплантация прошла у меня в 2017 году, 1 сентября. Сейчас мое состояние улучшилось. В связи с этим хотелось бы поделиться тем, что у меня в жизни происходит. Находясь на диализе во время этих лет, общая сложность 5 лет, конечно, меня не покидала мысль о том, чтобы трансплантация была поскорее. Это было, да, неожиданно. Позвонили однажды вечером, когда я собирался только на диализ, на процедуру диализа, и огорошили тем, что Гаврил, срочно бегом в руки в ноги и бегом в медцентр. Возможно, появился орган. Я, сломя голову, побежал. Через час я уже лежал на операционном столе. Не покидала мысль, все равно это моя самая первая операция в моей жизни. Я лежал и боялся, но все равно надеялся на то, что, конечно же, исход будет хороший. И вот сейчас, например, по истечении времени я говорю, что это благодаря врачам моим. Сейчас мое жизненное эго повысилось в разы, и им за это особая благодарность. Когда я только очнулся после наркоза, скажем, чувства такие были, не передать, наверное. Чувство радости, чувство того, что все-таки я проснулся, это во-первых. И во-вторых, то, что операция прошла, врачи говорят, все хорошо, идешь на поправочку, нужно соблюдать правила, и все тогда будет хорошо. Соответственно, это меня очень-очень обрадовало. Даже то, что мне, например, сказали, что у меня уже побелело лицо. По медицинским показателям это креатинин падает, самый такой вот эквивалент того, что у меня, например, изменения в организме появились. Вот это обрадовало. Сейчас с пересадкой, конечно же, поменялось очень многое. Будучи на диализе, да, я не унывая, соответственно, и работал, и занимался тоже общественными какими-то делами. Но в силу своей болезни, будучи на диализе, очень много времени терял. Сейчас, например, очень много успеваю, и очень много дается с легкостью. Просыпаться без головной боли, без того, чтобы тело не ломило, это очень постоянно. У диализников такая есть стадия, да, вот, например, уже хроническая стадия, путание мыслей, какая-то забывчивость, постоянно какие-то боли, постоянно опасения, в тревоге, беспокойство. Это все улетучивалось, и все сейчас происходит на одном дыхании, и все вокруг преображается. Мелочи, которые меня раньше волновали, когда я, будучи здоровым человеком, был, они сейчас считаются для меня пустяками. И то, что вот сейчас я, наверное, добился каких-то, да, там, например, высот, это все-таки вот это испытание пятилетнее, которое было для меня, оно не просто так пошло. Возможно, для кого-то это посчитается мелочью, но когда люди начинают со мной общаться, начинают говорить о моих делах, то, что это необходимо, и даже для общества в целом, например, и это меня радует, и я считаю, что это вершина для меня. Но хочется вершины, конечно же, увеличивать, соответственно, и в других ипостасях, например, и по работе, и по семейному укладу, например. Во всех ипостасях. И осознание того, что второй шанс появился, дает мне покоя в том плане, что любые проверки в нашей жизни, они не просто так. Любые казусы, любые какие-то испытания не просто так. Поэтому считаю данный случай в моей жизни, это для меня толчок к определенному пути, который я должен с достоинством пройти. В связи с улучшением своего организма появились очень хорошие моменты и именно в работоспособности моей. Сейчас, например, я веду как автор проект «Добрые люди Якутска», который основывается на взаимопомощи между людьми и их улучшении отношений между собой. У меня цель донести до людей, что благодарение, оно должно быть, потому что на отношениях наших добрых именно складываются какие-то любые, да, вот чувства, любовь, верность, войн не будет,
Все это исходит именно из добрых побуждений человека. Если какие-то моменты будут, корость, алчность, они, конечно же, истребят и все человечество, все, что сейчас происходит, например. Поэтому самое важное для нас сейчас это внести доброту. Начнем с Якутска, а дальше мы посмотрим. Счастлив на 100% и еще прибавит мне счастье, если я сейчас на чемпионате Европы среди трансплантированных выиграю золото. 2% еще добавится. Я хочу, чтобы я не просто так жил, радовался. Я хочу быть полезным обществу, и я хочу приносить такую полезную помощь, чтобы после меня, например, мои дети, мои родные гордились и говорили, что Гаврил был такой супер человек.